Лично я возмущен тем положением, которое у нас сейчас сохраняется, к сожалению, в Бурятии. Многие люди были свидетелями вбросов, многие люди были свидетелями нарушения. Многие люди были свидетелями нарушения выборного законодательства, факты эти есть, и вполне понятны требования, то есть что-то сделать или дать правовую оценку этим событиям. Люди, мы же живем в правовом государстве, да? Ну что такое, с утра избивали депутата нашего Хурала, то есть законодательная власть наша, да, состоит из народно избранных депутатов. Это утром волочили здесь по асфальту, били, колотили, люди его бросились на его защиту. Это и милиция не предпринимает никаких мер, а ее много милиции. Вот, пожалуйста. Что творится, так говорит. Мы на авиазаводе, работники авиазавода, практически все голосовали за Мархаева, победил Шутенков. Каким образом это произошло? Почему нас, людей, не уважают, не ценят? Еще раз предупреждаю, неповиновение влечет к уголовной административной ответственности. Мы препятствуем работе. Граждане, не препятствуем работе полиции. Что харта? Ногом! Ногом! С топориком! С топориком! Это кто такие? Так я сходил. Вот для чего газета, Позорники! Позор! Позор! По голове дудинки нахерачивают! Не мешаем работе полиции. Баирова? Пиздец! Еще раз предупреждаю, не мешаем работе полиции. Забрали с машины, прямая трансляция. Сейчас вот идет, смотрите. Смотрите, что, блядь, отключили. По башке дубинкой бьют, за усы хватают. Снимай меня, давай, Как снимай. только ничего нормально сделать. А сотрудники не могут захватить? Что такое, блядь, творится? Вытаскивают людей, нанимают ими члена, который стояла газель возле администрации. Есть палачи народа, блядь. Гражданские какие-то. Отходим на позиции сотрудники полиции. Граждане, предупреждаю вас,
незаконное проведение митингов, собраний влечет административную ответственность по статье 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Поэтому я вас предупреждаю не проводить публичные мероприятия в форме митингов, шествий, собраний, иначе к вам будут применены меры административной ответственности. Поэтому прошу вас разойтись. Люди пришли сюда на видео, с топором налетают у депутатов. Во всем мире топор. Всех граждан попрошу разойтись по своим делам. Не нарушайте федеральный закон 54-й. Граждане, расходитесь по домам. Внимание всех. Так, отходим организованно. Надо всему городу выходить. Да, всему городу надо выходить. Все должны вести людей сюда. Беспредел вообще творится. Что за люди в масках пришли? Это люди, эта газель стояла возле администрации города. Почему с топорами они вышли? Они вышли специально, наняты, все понятно. Я понимаю, сотрудники полиции бы пришли бы, арестовали бы каким-то образом, да? А что такое, что с топорами тут люди бегают с масками? Сотрудники полиции бездействуют. Что это такое-то? Я как адвокат, как я вижу этот беспредел. Что такое происходит? Это в наше время, когда сотрудники отвешивают этим бандитам. Так, никаких пресс-подходов. Добрый день, общественное телевидение России. После этого мероприятия. Какого мероприятия? Вы все видели, остальное потом. Позже. Скажите, это нормально, что ваши бойцы сейчас оттесняли людей, толкали, Действуем пихали? в рамках федерального закона. Какой закон? Сотрудники полиции закон не нарушали, федеральный. Какой? Пожалуйста, сейчас некогда общения, поэтому Назовите занимайтесь. Назовите мне статью. Какую статью нарушили эти граждане? 54-й федеральный закон Российской Федерации. Я что-то не владею. Достаточно. Объясните мне, пожалуйста. Обратитесь к нормам закона сами. На каком основании не разбили машину вот этого человека и вытащили его оттуда? На основании законных требований, которым не подчинились Я что, не данные имею граждане. права сидеть в своей машине на площади Советов? Комментарии на текущий момент закончены. Все. Нет, я что, не имею права сидеть в своей машине на площади Советов? Я ответил на ваш вопрос. Я не понимаю, за что задержали этого Пожалуйста, мужчину? не мешайте работать. За что вы задержали этого мужчину? Люди в масках выскочили, сломали все машины, все окна топорами. Смотрите, какие-то, как террористы какие-то. Маска. С пистолетами, с оружием, Были они с оружием, все знают. А на какой машине повезли? Газель была, и УАЗ, Патриот был. Я номера взял. Заснял. Кто заснял? Я заснял. Вот, вы сбрасываете, все сбрасывайте по вайберу, по всему. Газель же без номеров вот это было. Нет, там еще Патриот был. Бабушку С номерами, здесь там избили. человек в маске сидел. Женщины избивали детей. Вот там у меня был налет на головы. Скажите, пожалуйста, У меня был весь налет. я боюсь. Видео нет? Было похищение, похитили боевого цветяного депутата Народного Урала. Неизвестные люди, да? Да, именно похитили. Да, в масках. Гражданская одежда. Полиция не отвечает. Я позвонил. Дежурная часть там, ожидание. Вот тебе и город для людей. Выборы прошли. Ну, давайте мы сейчас не до сюжетов, да, поэтому сейчас мы... Значит, и эта машина скрылась в неизвестном направлении, да? Так может быть это просто какой-то ПГ, а?
бандюганы. Так они Полиция не реагировала, ОМОН стоял, бездействовал. Они им говорили, что они свои. Они вместе сели, они же в «Газель» вместе с ОМОНовцами сели. Да. С ОМОНовцами, с полицией они сели вместе. Да. В одну «Газель» сели, а с этой стороны были в масках сотрудники полиции. Следом за транспортом никто не ехал? Нет, а с той стороны стояла, короче, «Газель» ушла, и следующий пошел УАЗик, таблетка, санитарка, тоже с ОМОНовцами. Следом они три машины сопровождения. Наша задача сейчас уточнить, куда доставили. Скорее всего, это, наверное, ФСБ его доставили. Вряд ли органы внутренних дел. Это, наверное, ФСБшники в масках были, да? Ну да, спецподразделение, да, как обычно. С арматурами. Да. Так, а вот потерпевший в каком состоянии находится? Ну, работали. Здесь женщина, бабушку Вы это вызвали скорую помощь? Ну, вызываем, да, вызвали. Скорую помощь вызвали, да, так? Да. Женщины, не стойте, вызывайте. Так. Скорая помощь тут подъехала. Надо сейчас, так, где у нас юрист? Есть вон там. Федоров? Надо... Просто